Утро, завтрак, сборы в быстром армейском темпе. Нужно успеть на паром, чтобы переправиться через Алдан. Как рассказали нам паромщики, напротив того места, где стоял наш лагерь, произошла большая трагедия. На реке загорелась баржа с заключенными. Часть людей сгорела заживо, а части помог замерзнуть в ледяной октябрьской воде усиленный отряд НКВД, который был прислан из Хандыги. Вот таким образом в этих местах погибло около 2000 человек. Паромы через Алдан, в отличие от паромов через Лену, не очень вместительны. Да, собственно, и незачем. Паромщики вряд ли видят здесь столько машин сразу. Все 13 машин успешно поместились на барже, и мы пустились в путь через реку. Дальше Хандыга. Дальше самое интересное – знаменитый Колымский тракт. В Хандыге нам удалось попасть к главе Улуса. Особенно нашу группу интересовало состояние дороги. Карты, которые находились в нашем распоряжении, давно устарели. Многих мостов и переправ могло уже просто не существовать. Также нам хотелось посетить лагерь для заключенных, находящийся в 150 километрах от Хандыги. А состояние дороги сейчас на этот лагерь? Ну, Тополином сейчас вот из-за обильных дождей, сейчас у нас мост в Куранах, он не проезжий. 2 года тому назад из-за аварийности мы ее прекратили, там проезд. Ну, проезжают только мелкие машины, которые типа УАЗика, а большегрузные у нас вброд переходят. И вот когда большие дожди вот такие, ну, сами представляете, очень большой уклон, водосбор очень большой вот этих горных рек. Вот, допустим, за 2 часа можно, вроде бы в тапочках можно перейти, а через 2 часа можно и вообще не проехать. И можно там загорать неделями. Одна из групп все-таки попыталась добраться до лагеря, но через 2 часа они присоединились к основной экспедиции. Вода слишком большая. Вода действительно ведет себя в этих местах необыкновенно. Смотри, вот этот приток вот какой-то великой реки. То есть, когда есть вот этот, втекает речка, вот это устье, там резкий обрыв настолько, что вот я только шагнул, и у меня глубина была по шейку. Или по шею назовем это так. Вода холодная настолько, что у меня ноги, знаешь, вот так сразу раз, подхлестнуло, я за ветки схватился, просто держался и вылез, все. Потому что, не, я мог бы на ту сторону переплыть, но машины туда однозначно не перешли. Первый серьезный брод после Хандыги через реку Тампару удалось преодолеть без происшествий, хотя расстояние от берега до берега было достаточно большим.
Однако дальше на реке Тайсанга нас ждал неприятный сюрприз. Недостроенный, как нам казалось, мост был перегорожен самодельным шлагбаумом из веток, и нам пришлось обходить его вброд. Из-за сильного течения водителю машины технической помощи не удалось увидеть впереди большие валуны, и машина встала. Своими силами вытащить полностью загруженную резиной, колесами, запчастями и провизией для всей экспедиции Toyota Dune не удалось. Однако базировавшиеся неподалеку дорожники всего за литр спирта любезно согласились нам помочь. Как позже сказали нам строители, мост в принципе готов, только большегрузным автомобилям пока нельзя ездить. Мы себя к трейлерам никогда, собственно, и не причисляли, поэтому воспользовались на этот раз мостом. Из Хандаги наши 3 машины выезжали последними, поэтому до поры до времени мы не задавались вопросом, где остальные. Встретиться должны были на 100-м километре. После Хандаги минул уже 120-й столбик, а 10 ушедших вперед машин все не было. Мы оставили информационную записку на мосту, надеясь, что остальные просто свернули не туда и двинулись дальше. Место стоянки на сегодняшний день было определено у речки Росомаха. Но и там не было ни одной машины. Нет, не на большой. Да, вот на вот этот левый мне так хлоп переставило. Я давай это ловить, потом думаю сбивать уже, знаешь. Обычно вперед всегда уходят 2 экипажа, разбивают лагерь и готовят ужин. Усилившийся дождь свел на нет возможность разглядеть на дороге какие-либо следы, указывающие направление. Нам ничего не оставалось делать, и мы приняли решение двигаться до населенного пункта Развилка и там же встать на ночлег. Утром основная группа должна была отправить на наши поиски машину разведки. Но машина пришла еще до полуночи. Кто же знал, что недалеко от Хандаги есть место под одноименным названием 100-й километр. Ребята, мы знак заклеили. Вот такой знак залеплен полностью. На нем написано. Никто не видел. На Росомахе, на мосту. Причем на мосту, да, где притормозить должны. Да. То есть мы специально, там деревянный мостик, такой вот, с досками. Мы специально на этом месте налепили, потому что человек сбрасывает там хорошо. Дима, сейчас надо просто стать и караванами идти. Спешить не надо, до Кубы-то мы по-любому доедем. И Кубу, я так думаю, что сегодня мы никак не будем. Почему? Несмотря на то, что инцидент был достаточно неприятный, экспедиции пришлось ночевать в разных местах, ничего экстраординарного в этом нет. В ходе подобных рейдов такое случается весьма регулярно, если учесть, что связью были оборудованы не все экипажи. Организаторы сделали кое-какие выводы, да, чтобы не было такого несколько непонятного хаотичного движения броуновского частиц. Вот. Поэтому сейчас каждая группа получает абсолютно точные данные о том, где будет встреча в конце дня. И эти данные в течение дня не меняются. То есть если есть населенный пункт, значит он есть. Поскольку, как показывает практика, все вот эти вот записки, там, передавания через кого-то и так далее, они не работают. Пока организаторы обсуждали дальнейший путь следования экспедиции, участники занимались текущим ремонтом автомобиля. Производим герметизацию системы спуска автомобиля для преодоления водных преград. Нету. Пассатижи причуда богатых. Нужно иметь такие руки. Пытаемся всю эту конструкцию напялить.
Пока мы еще находились на территории Республики Саха-Якутия, якутские водители всячески помогали организаторам Шинтоп-трофи. Особенно ценными являлись советы, касающиеся состояния дороги, мест организации стоянок и ночлегов. Буквально там 5 таких, несколько штук, 10 лук глубоких таких, хороших, красивых, подряд друг за дружкой. И все, на трассу выходишь и шпаришь. Там уже нормально, да? Трасса такая. А здесь есть точка какая-нибудь вот? Мы выходим прямо, Что вот здесь за выходим точка? вот перекресток, и тут кадыкчан стоит заброшен. Сегодня, если все пойдет по плану, экспедиция из 13 машин должна пройти полюс холода и пересечь границу Аймиконского улуса с Магаданской областью. Но перед этим последняя информация о состоянии трассы. Мост разрушен, и вода поднялась, уровень воды в Кюбеме. До какой степени именно вода поднялась, мы это увидим, только прибыв на место. Возможно, придется переправляться там в кузовах Татар, там, ну или еще как-то. Вот, значит, поэтому есть предложение. Объединенная Хабаровско-Сахалинская группа выдвигается прямо сейчас для разведки на местности, перспектив по переправе. Хочу обратить внимание, очень красивые места в районе Прижима, где надо быть предельно осторожным, проверить работу тормозной системы. Очень узкое место для расхождения. Вот. По мере готовности остальные группы тоже выдвигаются в район Кюбеме, где все на берегу реки встречаемся, выслушиваем информацию от хабаровчан и принимаем решение дальше по переправе. Так начался третий день нашей совместной экспедиции.